Установка светового и акустического оборудования сегодня на этапе завершения. Грозненский октагон спортхолла «Колизей» готовится принять грозную битву. Третью. Зал рассчитан на 5000 человек, и он, по словам организаторов, будет полностью заполнен. Ведь такое масштабное спортивное событие вряд ли кто захочет пропустить. К тому же руководство спорткомплекса готовит сюрприз. Но вот какой пока держит в секрете. Я думаю, зрители, гости будут довольны проведенным шоу. Подключилось наше Министерство культуры. Тематика шоу будет приурочена к присвоению звания города воинской славы в Грозном этом году. Ну, в общем, ждем. Как говорится, нервы на пределе у спортсменов. Представители клуба «Ахмат» уже знают своих соперников практически в лицо и проводят индивидуальные тренировки. Ведь на ринге встретятся не только начинающие спортсмены, но и титулованные чемпионы. А у них, как мы знаем, задача одна – победить. Я всегда готовлюсь к любому сопернику. Готовлюсь всегда очень тяжело. Моя подготовка длится 2 месяца. Первый месяц это была общефизическая подготовка, а второй месяц это уже тактическо-техническая. Я ее провел здесь, на базе клуба, с ребятами, со всеми одноклубниками. Я думаю, что я готов очень хорошо. Свой первый турнир, например, за «Ахмат» проводит Юнус Евлоев. 29-летний спортсмен ранее выступал за питерский клуб. Против него будет бороться украинский спортсмен Олег Михайлов. До дебютного поединка чеченского спортсмена осталось лишь 3 дня. Однако сам Юнус признается, ему не терпится выйти на ринг, чтобы победить. Первый раз выступаю за клуб «Ахмат». Готовился 1,5 месяца к этому поединку. Соперник очень хороший, постараемся, конечно же, выиграть его. Хотелось бы поблагодарить в первую очередь Рамзана Ахмадовича, который предоставит такую возможность выступать нашим бойцам на таком уровне. И, конечно же, огромная благодарность директору нашего клуба «Ахмат» Абудзейтову Смураду. Заменили моего бойца на украинца. Готовился я на бразильца, но так получилось. Из-за травмы он не приехал. Иншаллах, будем биться. Самое главное, упорно тренировались. Остальное это уже ринг покажет. Всего в «Грозной битве 3» будут проведены 16 боев. Против 8 воспитанников клуба «Ахмат» выступят гостевые бойцы с разных уголков планеты – Бразилии, Франции, Швейцарии, Болгарии и других стран. Бой вечера – это чемпион мира по универсальному бою, чеченский лев Абдулкерим Идилов против бразильца Леонардо Гаслинга. По словам главного тренера клуба, наши спортсмены находятся в отличной спортивной форме. Бои, конечно, они всегда сложные, тяжелые. Но есть надежда, что все наши бойцы выиграют. Хотя уровень бойцов у всех, можно сказать, где-то выше наших, где-то средний уровень. В любом случае, мы подготовились на все 100%. Состав нашего клуба – это не только чеченские бойцы. В клубе есть у нас Максим Гришин, есть Михаил Малютин, есть Шамиль Зауров, есть Юнус Евлоев, которые тоже выступят на нашем турнире. И я думаю, они тоже также будут представлять и в дальнейшем знамя нашего клуба. Своими глазами «Грозную битву 3» будут смотреть хороший друг Рамзана Кадырова, профессиональный кикбоксер, чемпион Шоу-Тайм 2010-го в тяжелом весе Бадр Хари. Накануне он прилетел в Грозный и уже успел поиграть в футбол с главой республики. Оценит масштаб яркого спортивного события и чемпион мира по версии КОК Забит Самедов, а также Фрэнк Эдгар, претендент пояса UFC в легчайшем весе США, немецкий боксер Мануэль Чар по кличке Бриллиантовый парень, кавказец, боец топ-5 UFC Хабиб Нурмагомедов. По уровню организации и по участникам битвы можно понять, насколько грандиозным обещает быть мероприятие. Аслан Альбукаев, Руслан Яхяев, Зелимхан Закаев. Новости.